есть категория добрых родителей, которые боятся лишний раз сделать замечания своим детям. Вероятно, вы таких встречали. Предположим, у них дочка 3 лет, которая к этому возрасту так и не научилась делиться игрушками, что довольно-таки часто встречается у детей. Но и родители не считают нужным вмешаться в воспитание ребенка. Никому из них не хочется выступать в данный момент в роли плохого полицейского, потому что они оба очень добрые родители, какие ждут последствия. А завтра, когда ребенок попробует с кем-то подружиться, вероятно, у нее этого не выйдет из-за отсутствия элементарных социальных навыков, потому что это элементарный социальный навык поделиться игрушкой с другим ребенком, который, к сожалению, так и не был привит. Сверстников, выходит, будет отталкивать ее неспособность к взаимодействию. Они будут бороться с ней. Надоест им бороться, они просто уйдут и найдут кого-то другого, с кем можно спокойно играть. Она будет одинокой и отверженной в коллективе. Вероятно, это спровоцирует некоторую тревожность, обиду и много чего другого. Это пример, который не нужно воспринимать сейчас буквально, потому что всегда нужно исходить из того социума, в котором вы находитесь. Я привела этот пример лишь к тому, чтобы родители понимали, что они должны вознаграждать отношения и действия, которые принесут их сыну, не обязательно сыну, может, дочери, успех в мире за пределами конкретно данной вашей семьи. Вероятно, если ребенка не научили правильно себя вести к 4-летнему возрасту, ему всегда будет трудно заводить друзей. К сожалению, отверженные дети перестают развиваться, потому что они отделены от своих ровесников. Они все больше и больше отстают, пока другие продолжают прогрессировать и развиваться активно. Ребенок без друзей часто становится одиноким, асоциальным или подавленным. Вероятно, в будущем он станет таким же асоциальным и подавленным подростком и взрослым. До 7 лет многое формируется и закладывается личность ребенка. Не упускайте этот период воспитания, потому что плохо социализированных детей ждет не самая лучшая жизнь. Первичный долг родителей – сделать все для детей в плане того, чтобы они стали в будущем социально желательными. Это подарит ребенку больше возможностей в будущем. Это подарит чувство собственного достоинства, какую-то определенную безопасность в обществе. Это даже более важно, чем поощрять развитие его индивидуальности. Современные родители загнаны, как белки в колесе, в попытке за всем успеть. Но это вовсе не повод, чтобы пустить воспитание любимых детей на самотек. Не забывайте, что ваше действие или бездействие окажет влияние на всю будущую жизнь вашего ребенка.